транспортом. Особенно популярно метро. Сегодня Казанская подземка стала длиннее. Долгожданное событие. Открылась станция Козья Слобода. Оттуда до проспекта Победы можно будет добраться за 13,5 минут. Правда, до такого разгона поездов необходимо немного подождать. Скорость они будут наращивать постепенно. Репортаж Ксении Жарковой. Этого поезда здесь ждали несколько лет. Козья Слобода, пожалуй, самая желанная станция на карте казанского метрополитена. Новая линия связала два берега Казанки. Теперь от Энерго до центра рукой подать. Я рядышком живу, очень актуально в связи с тем, что пробки же на Ленинской дамбе, вот Миллениум. Поэтому замечательно, я думаю, минут 5 до центра уйдет. Я очень долго ждала. Наконец я смогу добираться до дома намного быстрее, чем это было раньше. Одним из первых пассажиров стал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отказался от автотранспорта и на открытие приехал на метро. Пусть название остановки историческое, зато дизайн 21 века. Все в стиле хай-тек. На стенах и полу современная подсветка. Опоры из пластика и металла, зауженные к низу, напоминают вид козьих ножек. Кстати, в подземке можно и кино смотреть. При спуске в метро установлен большой экран. Это огромный подарок, который мы все ждали. Только 10 тысяч студентов Энергоуниверситета обучается на этой стороне. Акбарсбанк. Но 2,5 Казани соединились под Казанкой в одно единое целое, и мы продолжаем строительство метрополитена. Теперь от Энерго до Азина на дорогу уйдет 14 минут. Правда, первые недели линия будет работать в тестовом режиме. Первые 3 дня в режиме обкатки поездим 20 км в час. Через 3 дня дойдем до 35 км в час. И где-то в середине января уже на нормальный режим езды выйдем. Козья Слобода стала 7-й казанской станцией. Длина построенной линии 2,5 километра. Пусть не длинный, но один из самых трудных отрезков столичного метро осваивали целых 5 лет. Пока что эта линия самая глубокая в Казани. Ее прокладывали под Казанкой на глубине 30 метров. Кстати, из-за сложности грунта метростроевцы связывают этот отрезок с работой под Ла-Маншем. Сейчас в подземку можно спуститься только со стороны Энергоуниверситета. Переходы на Декабристов и Чистопольска откроют в начале следующего года. Тогда же в Казань прибудет партия составов, и ожидание поезда сократится в 2 раза. Теперь же у метростроевцев новые задачи. До универсиады нужно открыть 3 новых станции. Ксения Жаркова, Илья Савельев, Вести, Татарстан. Бесхозность